Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. США продолжают обвинять Россию в нарушении договора о сокращении ракет средней и малой дальности. Волонтерская помощь – основа выживания одиноких и престарелых жителей Донбасса. И квартирное телевидение – новый формат телеканала «Дождь». Прага, начинаем с вас. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В правозащитника полетели яйца. На пресс-конференции в Москве Игорю Каляпину, главе комитета против пыток, не давали сказать неизвестные, ворвавшиеся в помещение. Должностное лицо высокопоставленное нарушило российские законы, призвало к совершению насильственных антиконституционных действий. Пожалуйста, присядьте. Я потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Можно? Так, друзья, значит, если вы меня перекричать пытаетесь, у вас это не получится, уверяю вас. Вы защищаете преступника, понимаете? Вы защищаете преступника. Вы яйца потеряли. На Медне Игорь Каляпин написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет на Рамзана Кадырова, который пообещал выселять из Чечни родственников боевиков и равнять их дома с землей. Собственно, по словам правозащитника, без суда и следствия в республике уже сожжены как минимум 9 домов. Модератором на этой пресс-конференции была директор московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Мы связались с правозащитницей. Вскочил молодой человек в костюме и начал требовать, чтобы мы дали возможность задать вопрос. Я, как ведущая мероприятия, сказала, что вопросы потом, когда выскажутся все выступающие. Он еще раз сказал, что ему необходимо задать вопрос прямо сейчас. Он повышал голос, и далее сидящие рядом с ним два молодых человека в такой полуспортивной одежде. У одного была шапочка надвинута очень низко на лоб. Вскочили тоже, и все трое начали двигаться к столу, за которым сидели участники пресс-конференции. Ну, честно, дальше вы все видели. В общем-то, вы знаете, это, конечно, звучит очень странно, но в тот момент, когда у нас полетели яйца, я испытала долю облегчения, потому что, когда они начали двигаться вплотную к столу, я подумала, что у них могут быть баллончики с газом, в частности, перечным газом. Другие темы. Хлеб в России дорожает, цены вырастут на 10%. Причина, по словам поставщиков, увеличение транспортных расходов, подорожание муки, зерна и упаковки. И это несмотря на высокий урожай зерновых в этом году. Собственно, гречки тоже собрали много, но с начала ноября, напомню, цена крупы выросла примерно в 2 раза. Антимонопольная служба уже начала расследование. И еще одно «несмотря». Нефть дешевеет, а бензин в России дорожает. Во всех тех причинах и следствиях пытался разобраться мой коллега Александр Касаткин. Хлеб в России может подорожать на 10%. Крупнейшие ритейлеры начали получать уведомления от поставщиков о предстоящем повышении цен на хлеб и хлебобулочную продукцию. Производители объясняют рост цен на хлеб ростом цен на муку, зерно, сахар, зарубежное сырье, упаковочные материалы и транспортные расходы. Федеральная антимонопольная служба изучает цены на бензин. Служба разослала предупреждение крупным нефтяным компаниям и АЗС о том, что возбудит уголовные дела, если цены на топливо не будут соответствовать ситуации на рынке. ФАС также начала масштабные проверки стоимости продуктов по всей России. В первую очередь проверит цену на гречку, которая только с начала декабря подорожала на 20 рублей. ФАС планирует возбудить уголовные дела против тех поставщиков и продавцов, которые необоснованно завышают цены. А экс-министр экономики Российской Федерации Евгений Ясин считает, что цены сейчас продавцы пытаются удержать. Частные торговцы, и они будут придерживать рост цен, а после Нового года они как бы дадут себе волю снова развернуться и сделать в большей степени ставку на цены. Ежедневно продавцы несут потери вследствие роста издержек. Российские производители мяса также ждут роста розничных цен в следующем году на 10-15% из-за роста себестоимости. В понедельник гендиректор группы Черкизова Сергей Михайлов сообщил, что только за октябрь-ноябрь из-за девальвации рубля себестоимость производства свинины в России выросла на 30%. Наш корреспондент Мумин Шакиров выяснил, что думают о происходящем покупатели московских магазинов. Но мы же не можем изменить этого, правильно? То есть
будете платить дороже просто. Ну или не будем есть хлеб. Я читал в интернете, что подорожает, а что с сегодняшнего дня я просто не знал. Ну и какая ваша реакция? Ну какая может быть реакция? У нас все дорожает. То ли еще будет. Все продукты продорожали, абсолютно все. Хотя тот же бензин. Но хлеб это один из основных продуктов. Так из-за чего хлеб дорожает? Потому что поднимают цены на бензин, возрастает цены на перевозку непосредственно. Что делать? Что делать? Пускать цены на бензин, тогда сделать нет непосредственно, как оно должно быть, достоянием граждан всей Российской Федерации. Это сделано во многих других странах. Люди будут возмущаться, если подорожание затронет множество товаров. Вот тогда действительно стоит ждать каких-то социальных последствий. Вы знаете, это трудно сказать, кто виноват. У нас вечный русский вопрос. Кто виноват и что делать? Сироты и престарелые на Донбассе остались на попечении волонтеров. О том, как выживают две самые уязвимые категории граждан, тем более в условиях войны, наш рассказ. Они называют себя просто «ответственные граждане». Эта инициативная группа молодых волонтеров Донбасса работает с теми, о которых забывают во время боевых действий – сиротами. Не можем никак дождаться. Этот детский дом, куда волонтеры привезли гуманитарную помощь, был вывезен из Шахтерска полгода назад, когда боевые действия были в самой активной фазе. 2 месяца назад его вернули, и 13 детей, которые здесь находятся, потеряли родителей во время войны. Ты рисовал до того, как мы приехали? Рисовал. А покажи, что ты рисовал. Рыбу. Рыбу, акулу большую. Войны. Никакого финансирования ни сиротский дом, ни его персонал не получает. Эти люди живут на то, что им какие-то там соседи, знакомые и просто небезразличные люди там Шахтерска или бывшие спонсоры этого детского дома, они им дают какие-то деньги, передают помощь, ну вот и все. То есть ни от кого ничего они больше не получают. Ответственные граждане получают гуманитарную помощь из западных стран и привозят ее тем, кто без нее выжить не сможет. Эти проблемы будут еще очень долго стоять и отговариваться войной. Обе стороны воюют, у всех война, денег нет. И вот такие вот самые незащищенные группы людей, они никому не нужны, никто не будет им не помогать, ничего делать. Ну а пока обе стороны воюют, забота о детях, которые стали главными жертвами конфликта, потеряв родителей, легла на тех, кому не все равно. Это программа «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Наши коллеги о ракетах средней дальности. Это практически слова из программы «Время» 80-х годов. Наташа. Да, Сергей, в эти дни действительно приходится вспоминать лексику времен Холодной войны. Темы-то, по сути, те же самые. В Конгрессе в среду прошли слушания по вопросу нарушения Россией договора о сокращении ракет средней и малой дальности. Как заявила заместитель госсекретаря Розгетти Мюллер, по мнению американской администрации, Россия нарушает условия соглашения. Однако в интересах национальной безопасности Соединенным Штатам необходимо продолжать работу в рамках этого договора. В июле этого года США объявили о том, что Россия нарушает соглашение о сокращении ракет средней дальности, в соответствии с которым запрещено иметь, производить или испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 километров до 5500 километров, а также производить пусковые установки для таких ракет. Мы воспринимаем это нарушение крайне серьезно. Соглашение, которое было достигнуто и ратифицировано во время администрации Рейгана, уничтожило целый класс баллистических и крылатых ракет, способных нести не только обычные, но и ядерные боеголовки. Этот договор положительно влияет на безопасность США, наших союзников и Российской Федерации. США намерены приложить все усилия, чтобы договор оставался в силе. На днях исполнилось 20 лет с момента подписания Будапештского меморандума, который в обмен на безъядерный статус Украины гарантировал ее независимость и территориальную целостность. Документ, подписанный главами США, России, Украины, Великобритании, не смог помешать России сначала аннексировать украинский Крым, а затем осуществить военное вмешательство на востоке Украины. По мнению вашингтонских экспертов, срыв Будапештского меморандума – крайне опасный прецедент, требующий нового глобального соглашения по международной безопасности. Александр Панов продолжит тему. В 1991-м, когда Украина обрела независимость, она вошла в ядерный клуб. По размерам ядерного арсенала страна уступала только США и России. На ее территории были размещены 1900 ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и 44 стратегических бомбардировщика. Отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, России и Великобритании освобождал Киев от дорогостоящей и хлопотной обязанности поддержания собственного ядерного арсенала в целости и сохранности.
Как отмечает бывший посол Стивен Пайфер, тогда, имея дело с Борисом Ельциным, никто на Западе не мог себе представить, что Россия совершит акт военной агрессии в отношении Украины. Как отмечает политолог и историк Александр Зайцев, писавший об этом меморандуме в учебнике новейшей истории Украины, тогдашний президент Леонид Кучма встретился с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который сказал: «Не верим, они обманут». Украинцы очень разочарованы, но на самом деле частично это разочарование объясняется тем, что мы, украинцы и даже украинские политики, толком не знали, что же там написано в этом меморандуме. Лично я прочитал его несколько месяцев назад и убедился, что на самом деле Будапештский меморандум не предусматривал каких-то реальных обязательств Соединенных Штатов Америки или Великобритании защищать Украину в случае, если Россия, как она это сделала, нарушит Будапештский меморандум и начнет агрессию против Украины. То есть можем пенять на самих себя. Есть украинская пословица «бачили, очили, что купували». То есть видели глаза, что покупали. То есть следовало лучше знать, что мы подписывали. Как отмечает участник тех переговоров Стивен Пайфер, даже лингвистический анализ документа показывает, что меморандум не обещал Украине военной защиты. Так что слово «обман» здесь неуместно. В английском тексте меморандума присутствует слово «assurances», то есть заверение в поддержке, но не «guarantees». Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. Южная Корея и Япония, с которыми у США заключены договоры о совместной обороне, обладают гарантиями. В случае Украины мы говорим о заверении. Это менее сильное слово. Второе. В меморандуме не был прописан механизм ответных действий, кроме обращения к Совбезу ООН в случае, если против Украины будет применено ядерное оружие. По мнению бывшего посла, США сделали много, оказав Киеву финансовую и моральную поддержку, введя санкции против России. Но этого недостаточно. Нужны поставки американских оборонительных вооружений. Проблема в том, отмечают эксперты, что теперь и другие страны, в первую очередь Иран, увидев, как не сработал Будапештский меморандум, потребуют иных договоров и гарантий, если вообще не откажутся отказываться от собственных ядерных программ. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Специально для настоящего времени. Вашингтон. Раньше на запрещенные темы говорили на кухне со включенным краном. До кухни сегодняшнее независимое российское телевидение еще не дошло, но им уже приходится вещать из частной квартиры. Прага, слово вам. Да, российский телеканал «Дождь» уверенно подтверждает свою миссию канала городских оптимистов. Несмотря на выселение из привычных помещений Красного Октября, несмотря на удаление вещателей из кабельных пакетов, канал использует каждую возможность говорить, думать и предлагать. «Дождь» теперь идет из квартиры одного из сотрудников. В своем желании собственными глазами увидеть и нам показать, как работается каналу в изгнании, наш корреспондент Андрей Королев миновал несколько степеней контроля, чтобы попасть в заветную студию квартиру. И вот его материал. Кажется, Зинаида Гиппиус, обращаясь к советским диссидентам, воскликнула: «Мы не в изгнании, мы в послании». Эта строка, как никогда раньше, соотносима с историей современной России. Новая волна политической реакции затронула не только носителей идеологии, не соответствующих установкам Кремля, но и средства массовой информации, к которым обычно применяется эпитет «независимые». Вынужденная эмиграция в Ригу уникального журналистского коллектива портала «Лента.ру» и реинкарнация его в сайт «Медуза», гонения на радиостанциях Москвы, попытка вывести за рамки эфирного вещания томский телеканал ТВ-2. Нельзя сказать, чтобы телеканал «Дождь» впервые подвергался нападкам властей, но, похоже, Optimistic Channel в первый раз сталкивается с суровой реальностью выселения. Современная студия на Красном Октябре сменилась обычной московской квартирой. Это не совсем новости на диване, но уже близко к самиздату. Час дня в Москве. Вы смотрите телеканал «Дождь», информационную программу «Здесь и сейчас» в домашней обстановке. С вами Тимур Олевский и к последним новостям. Выяснять причину смены прописки сейчас уже нет никакого смысла. Повинен ли в этом владелец проекта СНОП, миллиардер Михаил Прохоров, чьи помещения на Красном Октябре арендовал «Дождь», или это был прямой звонок из Кремля? Важен прецедент. Тимур Олевский уверен, что канал продолжает историю российской тележурналистики, однако, похоже, «Дождь» открывает летопись профессионального телевизионного самиздата. Сейчас популярный демотиватор есть. Все, что нас... мы уже настолько сильные, что сильнее не бывает, а все, что нас не убивает, просто не убивает нас, и все. Но это как раз про нас. Мы, мне кажется, можем в любом месте создать любой телеканал и выполнять свой долг, сообщать новости. Мы действительно считаем, что это
миссия. Как долго продлится внутренняя эмиграция «Дождя», никто не знает. Руководство канала ищет выход из ситуации, понимая, что ему не повторить почти диссидентскую судьбу ленты.ру, обратившейся в «Медузу», и не осесть только в сегменте интернета с уходом из кабельного пакета, утратив возможность монетизации. А пока телеведущие в новостях рекламируют подписку на будущий год, чтобы хоть таким образом поддержать миссию «Дождя» как канала для городских оптимистов. Действительно, чтобы идти дальше, «Дождь» с 1 января будет вынужден повышать абонентскую плату, так как эти деньги – единственный источник доходов канала. За рекламу деньги «Дождь» получать не будет. Михаил Зыгорь, главный редактор «Вещателя». С 1 января вступит в силу закон, запрещающий нам иметь рекламу в нашем эфире. С этого момента основная наша надежда – это подписка. Именно поэтому нам пришлось повысить цену нашей видовой подписки. Если за первый год мы брали 1000 рублей, за второй год мы просим у наших зрителей 4800 рублей. Ну, это примерно сейчас уже равно $100 за год или 4800 за месяц. И тут постоянно цифры меняются. То есть мы надеемся, что на эти деньги мы сможем так или иначе существовать. Как государство будет финансировать российское кино? В Минкульте считают, деньги надо выделять лишь тем фильмам и фестивалям, которые явно не критикуют действующую власть. В Госдуме с Минкультом не согласны, если не по содержанию, то по форме. Член Комитета Думы по культуре Мария Максакова выразила недовольство словами министра Владимира Мединского. У меня есть некое личное разочарование, я это не скрываю, как сказал Кобзон на прошлом совещании, процитировав великих прошлых лет. Нам не страшен министр культуры, нам страшна культура министра, заявила Максакова в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Мединский на встрече в Санкт-Петербурге сказал, что не видит смысла снимать на деньги министерства фильмы, которые, цитата, «оплевывают власть». Если в чем я не вижу смысла, что Министерство культуры никогда не будет делать, не считаем правильно на деньги налогоплательщиков финансировать те проекты, которые оплевывают выборные власти. И снимают кино по принципу там Рашка-Говнешка, любимая дорога моя, Шереметьево-Москва, Шереметьево, Гудбай. И, ну зачем? Вот зачем? Черт это, какой-то государственный масохизм. И далее у нас включение из Соединенных Штатов. Наши коллеги взяли интервью у конгрессмена, автора резолюции по Украине, Грузии и Молдове, наделавшей много шума в России. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, Конгресс США послал резкий сигнал России. Резолюция, утвержденная неделю назад подавляющим большинством в Палате представителей, осуждает действия Москвы по отношению к Украине, Грузии и Молдове. Ее автор, конгрессмен Адам Кинзингер, объяснил нам, чего он пытался добиться. Самый важный аспект этой резолюции — это то, что Конгресс официально заявил о своей поддержке Украины. Мы понимаем, что президент США должен принять окончательное решение. Тем не менее, Палата представителей хотела выразить ее официальную позицию в этом вопросе. Мы поддерживаем народ Украины. Я считаю, что резолюция — важный сигнал России. По крайней мере, я видел эту правильную интерпретацию в российских СМИ. Продемонстрировать не только нашему президенту, но и в особенности народу Украины нашу поддержку крайне важно. Я надеюсь, что Россия увидит, что цена ее действий в Украине превышает какие-либо выгоды, что Россия будет уважать Будапештский меморандум, подписанный Москвой, что наш президент начнет оказывать летальную и иную необходимую поддержку Украине для защиты ее территориальной целостности, право на которую должна иметь каждая страна. Россия все больше позиционирует себя как страну, окруженную врагами, и это создает новые вызовы и угрозы ее соседям в Европе. Как строить отношения с такой Россией и как отвечать на новые угрозы? На эти вопросы пытались ответить аналитики в ходе конференции в Национальном фонде поддержки демократии. У нас в студии наш корреспондент Фатима Тлисова, которая освещала это событие. Фатима, что говорят ветераны внешней политики США? Да, Наташа, одним из важных аспектов обсуждения был вопрос о характере помощи Запада Украине. Здесь позиция патриарха внешнеполитической стратегии США Збигнева Бжезинского была предсказуемой. Вот что он сказал.
Если в Украине возобновится насилие, а насилие однозначно исходит от России, потому что без российской помощи или даже без российского участия это было бы невозможно, то тогда у нас на самом деле не остается иного выбора, кроме как предоставить Украине оборонительное оружие. Однако не это, а другое заявление Бжезинского вызвало особое внимание прессы и стало предметом критики. Говоря о возможности принятия Украины в НАТО, Бжезинский предложил своего рода компромисс, щадящий чувства Москвы. Суть сценария Бжезинского: Россия прекращает подрывать суверенитет Украины, взамен США соглашаются не принимать Украину в НАТО. Оба эти предложения, диктующие роль США и не вступление стран Восточной Европы в НАТО, вызвали критику. Наша позиция не в том, чтобы договориться с Россией, и Украина никогда не стала бы членом НАТО. Заключение таких соглашений не должно быть нашей позицией. Да, сейчас Украина практически не готова к вступлению в НАТО. Ей предстоит сделать еще много вещей, которые не делаются быстро, но принципиально заявлять, что этого не случится никогда, было бы нарушением наших принципов. Эра, когда США и Россия раздавали готовые соглашения, и стороны формально принимали их и исполняли вопреки своей воле, эта эра прошла. По моему убеждению, подобное даже не подлежит обсуждению. Эта дискуссия – очередное свидетельство расхождения мнений политической элиты США о продвижении НАТО в Европе. Дискуссия уникальных своей партийностью, надпартийностью. Это редкий случай, когда оппозиция по внешнеполитическому вопросу объединяет или разделяет политиков вне зависимости от их партийной принадлежности. Подробный репортаж об этом событии будет опубликован на сайте «Голоса Америки». Наташа. Спасибо большое. Наш гость в студии Фатима Атлисова, наш корреспондент. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». Конгресс достиг компромисса по бюджету на 2015 год. Лидеры демократов и республиканцев пришли к соглашению о выделении чуть более $1 триллиона на финансирование федерального правительства в течение следующего года. Сколько при этом отводится на военные операции за пределами США и на помощь европейским странам, которые опасаются агрессивных действий со стороны России? С нами на связи наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, что удалось узнать? Добрый день, Наташа. Я сейчас назову некоторые цифры, но должен сразу сказать, что они пока что ориентировочные, потому что проект бюджета официально не принят. В последний момент возникли возражения со стороны как консервативных республиканцев, так и либеральных демократов. Но цифры я могу назвать следующие. Для общего контекста на нужды Пентагона в бюджете выделяется почти половина средств, $490 миллиардов, плюс $64 миллиарда на проведение военных операций за рубежом. Львиная доля из вот этих 64 миллиардов пойдет, судя по всему, на операции на Ближнем Востоке, направленные против исламского государства и других террористических группировок. Трудно определенно сказать, какая сумма будет выделена на поддержку Украины и других восточноевропейских стран для того, чтобы они смогли, как говорится в проекте бюджета, противостоять российской агрессии. По моим подсчетам, вот из того, что я увидел в документах, это будет в районе $1 миллиарда. Почему это трудно сделать? Потому что расходы на помощь Украине, странам Прибалтики и другим государствам разбросаны по разным статьям бюджета. По военному бюджету предусматривается выделение $175 миллионов на военную помощь Украине, Литве, Латвии и Эстонии. Это включает проведение профессиональной подготовки, оснащение, материально-технического обеспечения и так далее. По линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию на противостояние российской агрессии в Европе выделяется более $500 миллионов. $140 миллионов выделяется отдельно в качестве экономической помощи Украине.
И также предусмотрено $122 миллиона на переоснащение и переподготовку украинской армии. Так что в целом все вот эти вот расходы составят приблизительно около $1 миллиарда. Окончательный вариант бюджета должен быть принят сегодня вечером. Спасибо, Миша. Михаил Гудкин, наш корреспондент в Нью-Йорке. В Национальной галерее искусств в Вашингтоне ожила скульптура маленькой танцовщицы Дега благодаря постановке Вашингтонской балетной академии имени Кирова. Подробности в сюжете Елены Джамбер и Дмитрия Шахова. В эти дни в Национальной галерее искусств представлены работы Эдгара Дега. И самое большое внимание привлекает скульптура маленькой танцовщицы, выполненная художником из натурального воска с использованием натуральных волос и ткани. Эта выставка в буквальном смысле была оживлена балетной постановкой на тему жизни 14-летней натурщицы Дега Мари ван Гетем, представленной творческим коллективом Вашингтонской балетной академии имени Кирова. Влюбленные в искусство люди позволили нам показать балет о маленькой танцовщице, мастерски поставленной нашим хореографом Станиславом Исаевым прямо здесь, рядом со скульптурой Дега. Это просто великолепно. Вашингтонская балетная академия имени Кирова основывается на русской школе классического танца и системе Вагановой. Американцы, с почтением относящиеся к русской культуре и, в частности, к балетному искусству, готовы платить почти $3000 в год за обучение детей в этой школе классического танца. Ваганова сама по себе, она, наоборот, она как бы в себя все, она все принимала, она ничего не отторгала. В чем ее заслуга вообще заключается в том, что она выбрала себе все ведущие балетные школы мира, она все это соединила, обосновала, как бы соединила и сделала вот это направление вагановского тренинга. Моя девочка начала заниматься балетом с 2 лет и продолжает усиленно работать, чтобы осуществить свою заветную мечту и стать настоящей балериной. Это ее выбор. Марии было 14 лет, когда она позировала Дега. Поза, в которой она стоит, теперь не используется в современном балете. И мы долго отрабатывали это упражнение с мистером Исаевым, чтобы я смогла усвоить и повторить ее позу. Неудивительно, что, задумав оживить работы художника, балетмейстеры обратились именно к Дега. Некогда художник рисовал балерин, а сегодня балерины танцуют его картины. Получается чудесная эстафета искусства от художника к балерине и от балерины снова к художнику. Эдгар Дега невероятно талантливо отобразил балет в своих работах. Когда мы думаем о балете, мы вспоминаем Дега. В глазах американцев балет в первую очередь это русский вид искусства. Сейчас в России жесткая власть. Она выглядит пугающей для других стран. Растет напряжение, вспоминаются времена холодной войны. Тем не менее, популярность балета растет. Мы можем преодолеть противоречия между странами при помощи искусства, такого как классический петербургский балет. Охлаждение в отношениях между странами не отражается на желании студентов учиться русскому балету, а значит и узнавать русскую культуру. Елена Джамбер, Дмитрий Шахов, Маша Мортон. Специально для настоящего времени. Собака, переодетая в паука. Видеозапись этого розыгрыша стала самым популярным видео на YouTube. Видеосервис огласил первую десятку роликов, ставших лидерами просмотров. На сегодняшний день короткий сюжет польского режиссера посмотрели уже свыше 115,5 миллионов человек. Видишь, Сергей, как делается рейтинг? Да, у нас еще другая история. Рыжий бездомный кот из Владивостока стал героем интернета. Отобедал креветками на 60 тысяч рублей. Это примерно 1000 евро. Кот стал знаменитостью, будучи пойманным на воровстве продуктов из местного магазина под названием «Рыбный островок». Ночью животное пролезло в холодильник с морскими деликатесами. Сотрудники островка застукали вора за поеданием кальмара горячего копчения. Между прочим, 25 евро за кило. Кстати, увидев незваного гостя, свидетели не сразу обратились к продавцам. Несколько минут кряду они снимали на видео, как кот гуляет посреди рыбного рая и буквально банкротит магазин. Смотрите, она сейчас все раздербанила. Она уже раздербанила. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.